В рамках первого рабочего визита в Северную Осетию сегодня министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов посетил детскую республиканскую клиническую больницу. Глава Минздрава Владимир Селиванов доложил, что здесь необходимо отремонтировать пищеблок. Комбинат сможет обеспечить питанием все городские больницы. В таком случае строить новые пищеблоки нет необходимости. Соответственно, федеральная казна по расчетам сможет сэкономить около 200 миллионов рублей. Документы для реализации проекта Минздравом России уже подписаны. Теперь проект поддержит и Министерство по делам Северного Кавказа. Наряду с реконструкцией инфекционного отделения ДРКБ ремонт пищеблока будет включен в программу «Юг России». Строительство пищеблока ДРКБ площадью 800 квадратных метров проводили с 90 по 98 год. На сегодняшний день ремонта здесь ни разу не было. Необходимые средства для его осуществления составляют 60 миллионов рублей. Министру также показали хирургический корпус, который открылся год назад после капитального ремонта. Работы провели на деньги, полученные по программе модернизации здравоохранения. Лев Кузнецов посетил приемное отделение, пообщался с больными и врачами. Он отметил высокий уровень имеющегося оборудования и современные палаты. Показали министру и компьютерный томограф. Не обошлось без замечаний. Чиновник выразил недовольство по поводу пандусов на входе в отделение, которые не соответствуют нормам. И везде проверьте. Если мы говорим доступность среда, значит, она должна быть реально доступна. Нет, значит, лучше не делать. А вот такую вещь, это надсмехательство. Вот, по пандусу, да? Ну, конечно, видите, вниз и дальше чего? И туда куда-то в угол. Итоги двухдневного визита Льва Кузнецова подвели на расширенном совещании в правительстве Северной Осетии. Министр поручил местным властям подготовить проекты развития приоритетных направлений. Они смогут войти в федеральную дорожную карту, на реализацию которой будут направлены деньги из государственной казны. Сегодня есть в федеральном бюджете программы по инвестиционным контрактам, которые дают возможность получать государственное финансирование и привлекать деньги совсем по другим процентным ставкам. Сегодня у нас есть ВЦП «Юг России», которая с 2017 года, я уже не раз повторял, ориентирована на то, чтобы в первую очередь способствовать развитию реального сектора экономики. Конечно, не упуская тех приоритетов, которые обозначены в президентах, но понимая, что именно только создав твердую основу экономическую, мы можем повышать социальные стандарты и качество жизни людей. Одним из самых развитых направлений является сельское хозяйство. Республика полностью обеспечивает себя картофелем, на 86% птицей и на 66% говядиной. Кроме того, участники совещания предложили сразу несколько перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК. Это модернизация птицефабрики «Михайловская», которая способна выйти на региональный рынок. Важным экономическим и социальным проектом является строительство фруктохранилища для компании «Дегуста». Федеральной поддержки запросили представители предприятия «Алания Фиш». Компания планирует производить до 10 тысяч тонн рыбы в год. Таких показателей при наличии финансирования можно достигнуть к 2018 году. Лев Кузнецов подчеркнул, нужно, чтобы регионы СКФО были первыми, кто представит качественные и эффективные проекты, выгодные с точки зрения экономики и нужные населению. Глава республики Таймураз Мамсуров заверил, что все документы будут готовы к 15 ноября. Фатима Макиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.